Ну, привет! Тут мы обсуждаем основные новости нашей общей жизни. То, что касается каждого из нас, даже если вам кажется, что вас это не касается. Впрочем, да разве это новости? Поехали! Двадцать 21 апреля на российской стороне государственной границы по реке Псоу был задержан экс-кандидат в президенты и лидер оппозиции Адгур Ардзинба. Во-первых, тут мы вспомнили, что в стране есть оппозиция. Во-вторых, по моей информации, это была традиционная процедура так называемого осложнения перехода границы, в ходе которых никаких вопросов, никаких претензий не случается. В общем-то, и я там был, пиво не пил, но чай предлагали. Раза 3 или 4, уже не помню, точно так же меня уводили в комнатку, где максимально вежливые и воспитанные сотрудники погрануправления ФСБ в течение часа и более рассказывали мне, что понятия не имеют, зачем я там нахожусь, никаких вопросов и претензий у них ко мне нет, но так нужно, посидите, подождите, пожалуйста. А вообще лучше у себя в Абхазии спросите, почему вы здесь. Но все это в прошлом. Кстати, спасибо Сергею Мироновичу. Меня из расстрельного списка вытащили именно в его бытность министром. То, что людей на российской границе без конца уводят в кабинет на допросы, ни для кого не секрет. Это известно всем, и когда-то я стала локомотивом истории с коллективными письмами, обращениями в МИД. Зачем-то ходила к человеку, который до Сергея Мироновича официально исполнял обязанности министра иностранных дел. Я даже в СГБ на опрос напросилась. Кстати, на беседы ведут не только граждан России, как вам часто рассказывают. Лично знаю людей, у которых только абхазское гражданство, но они все равно проходят границу только через кабинеты ожидания. И далеко не со всеми вежливы. Тема эта шибко старая. Когда-то, помню, был такой оппозиционный лидер Аслан Джаня, может, знаете. Так вот, даже его тормозили. Правда, тогда президент на тот момент Рауль Хаджимба лично встречался с послом России в Абхазии Семен Григорьев, дай бог ему здоровья, и проблема решалась. Став президентом, лидер оппозиции такие вопросы придумал игнорировать. Ну или считал, что по делам. Ну или ладно, это уже фантазии. В общем, теперь список новый. И нам точно известно, что в нем Адгур Ардзинба, Гарри Кокая, Алмазхан Ардзинба. Бадра Зурабович, как думаете, по делам им? 22 апреля президент весь день ходил по разным корпусам Кабмина и представлял новых руководителей ведомств и ДАУ Раковы. Ладно, если без шуток, то приятно, что каких-то людей и мы, люди состарившиеся в профессии, видим впервые. Отдельно приятно, что они не ровесники родителей наших родителей. Про назначение рассказывала подробно в прошлом выпуске, в этом добавлю лишь 2 вещи. Во-первых, почему не я министр туризма? Ребят, ну правда, почему? А во-вторых, обществу очень интересно, кто возглавит Черноморэнерго и станет послом Абхазии в России. Давайте быстрее, господа, нам не терпится. 29 апреля Общественная палата представила свои предложения по изменениям в Конституцию. Общественные деятели предлагают смешанную систему парламентских выборов, увеличение количества депутатов до 45, а возраста до 30. Еще считают важным сделать обязательным для депутата наличие высшего образования и 5-летний стаж работы. Наряду с генпрокурором и руководителем Нацбанка предлагают парламенту утверждать руководителей государственных СМИ, слава богу, что не независимых, и разработать механизм распуска парламента президентом, если депутаты дважды отклонят кандидатуру премьер-министра, предложенную президентом. В общем-то, чаще, чем про конкурсный подбор кадров, в нашей стране говорят только про реформы. Я не эксперт, и давать оценку предложениям Общественной палаты у меня нет ни опыта, ни статуса, ни образования. Могу лишь сказать, что даже у депутата с самым низким IQ мы обязательно найдем диплом о высшем образовании. Потому даже не знаю, как нам себя обезопасить. Предлагаю просто голосовать головой, ответственностью. Кстати, смотрите чуть позже на нашем канале подкаст с Ирастом Агумава, одним из авторов, предложенными общественниками реформ.
1 мая Международный Сухумский аэропорт имени Владислава Артенба принял первый регулярный рейс из Москвы компании ЮВТ «Авиа». Его встретили водной аркой, всем руководством страны, гостями из России во главе с Сергеем Кириенко, а также представителями оппозиции, общественности, да и просто всеми желающими жителями Абхазии. Все было с танцами, песнями, в целом очень ярко, красиво и празднично. Потом также встретили первый рейс из Нижнего Новгорода. Открытие аэропорта – большое и радостное событие для нашего независимого государства. Этот вопрос так или иначе был в повестке не одно десятилетие, и здорово, что хоть один из таких вопросов, кажется, доведен до ума. Правда, с билетами, а точнее ценами на них, пока что-то очень сумбурное. Сейчас прилететь в Сухум в одну сторону стоит как 4 смотаться из Москвы в Сочи. Не по карману не то что жителю страны, но, думаю, и большей части наших туристов. Но это только начало, и мы надеемся, что все устаканится. Мир отметил победу над фашизмом во Второй мировой войне. Абхазия множеством мероприятий активно в этом участвовала, а глава нашего государства вместе с супругой приняли участие во всех главных торжественных событиях Москвы. Для меня война и победа – это личная история и часть моей семьи. Мне есть кем гордиться. 2 родных брата моего деда отправились на фронт. Его родная сестра ушла военной медсестрой. Никто из них с фронта не вернулся. Тогда в Ереване от разрыва сердца умерла другая сестра моего родного дедушки. Мой прадед не воевал только потому, что его репрессировали до начала Великой Отечественной войны. После войны его реабилитировали, и он вернулся домой, узнал, что моя прабабушка похоронила 4 детей, и в живых остался только мой дед Карлен. Мой прадед после ссылки больше не разговаривал. Молчал несколько лет, так и умер в тишине. Я все это вижу великой трагедией миллионов людей и судеб, и тем, что никогда не должно повториться. Спасибо всем живым и ушедшим за победу. Мы вас помним. Мы пытаемся быть достойными и учить уроки. Но на золотую медаль, простите, не тянем. Если вы еще здесь, значит, вам абсолютно точно нужно подписаться на наш навигатор в Ютубе, Инсте и Телеграме. Ссылки в описании выпуска. 7 мая не стало народного писателя Алексея Гогула. И это история о том, что незаменимые есть. Я уверена, что будущие поколения нашей земли будут относиться к Алексею Ночевичу так, как сегодня в России, например, относятся к Льву Николаевичу Толстому. Алексей Гогуа – великий абхазский писатель. Великий и уникальный. Очень жаль. 14 мая исполнилось 80 лет со дня рождения первого президента независимой Абхазии Владислава Артенба. Этому было посвящено множество протокольных и торжественных мероприятий. Я же сделаю акцент на документальном фильме «Памяти Владислава», который вышел на Первом канале. Его соавторы – российский журналист Семен Пегов и мои прекрасные коллеги Марианна Котова и Лиана Эбжноу во главе с нашим шефом Русланом Кановичем Хашик. Кино рассказывает историю Владислава и, соответственно, невольно нашей страны. Оно очень честное, тонкое и своевременное. Обязательно посмотрите, если еще не. С вами были «Да разве это новости?». Мы вернемся в июне и расскажем вам еще немного несвежих новостей, потому что лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянии. До встречи, друзья!